Это я видео остановила. Вот. Так, почему-то у меня не получается отключить демонстрацию экрана. Показывает только это. Так. Все, я справилась. Да, я в прямом эфире, я в курсе, и сейчас я представлюсь. Меня зовут Лена Диадорова, и я вижу себя в этом Ютубе, круто. Я основатель проекта «Кофе как надо», и сегодня я буду рассказывать о том, как я из офлайна перешла в онлайн. И если у вас будут какие-то вопросы, то задавайте эти вопросы по ходу дела. Я буду смотреть в чате в Ютубе и буду на эти вопросы отвечать. И еще у меня есть презентация, я вам покажу эту презентацию. Вот. Так, давайте я сейчас открою эту презентацию. Вот. Я ее включаю. Так. Вот. Значит, сейчас я буду рассказывать про опыт перехода из офлайна в онлайн. И сейчас, о чем мы вообще будем говорить, да? Сначала я расскажу вам о том, что было до онлайн-магазина кофейного. Потом мы будем обсуждать то, как я выбирала того, кто сделает магазин, что нужно подготовить во время разработки сайта, потому что я сейчас нахожусь о чем мы вообще будем говорить, да? Сначала я расскажу вам о том, что было поэтому до мне интересно онлайн-магазина раскрыть эту тему с двух кофейного. сторон, со стороны Потом мы будем того, кто разрабатывает мы этот будем сайт, со обсуждать стороны то, того, как кто я заказывает, выбирала того, кто сделает и как я магазин, делаю что нужно продажи в подготовить в онлайн. онлайне и какие плюсы и минусы есть в работе в онлайне. Сейчас я включу таймер. Так, погнали, да? Значит, мы будем сейчас обсуждать проект «Кофе как надо». И осенью 2018 года я задумала проект, где я могла бы пить нормальный кофе. До этого я жила в Москве, я вернулась в Якутск пожить, и встал вопрос о том, что я не могу нигде найти хороший кофе. Поэтому я начала думать о том, как мне решить свою собственную проблему, и, может быть, другие люди тоже сталкиваются с этой проблемой. И я очень хотела место, где можно попить нормальный кофе, где не будет всяких 80/20, где 80 это арабика, 20 робусты, кофе из Италии, кофе из Вьетнама и прочее вот такое вот неприятное, да, неприятные вещи. И где бариста не будет говорить, когда спрашиваешь у бариста, что у вас в бункере, он не будет говорить 100% арабика, потому что на самом деле, что это означает 100% арабика, это как бы, ни о чем не говорит человеку. И иногда даже спрашивают сразу же по умолчанию, сколько вам сахара надо добавить. Я думаю, что каждый, кто хоть раз покупал кофе в Якутске, сталкивался с такой проблемой, да. Или даже иногда просто сразу мне вставляют туда трубочку, подают. Это тоже было очень-очень-очень дискомфортно в первое время проживания в Якутске. Вот. И еще мне не нравится, когда мне подают супер обжигающий кофе из непонятной субстанции. Я начала думать, потому что кофе на самом-то деле мы пьем очень часто, да, потому что в России кажется такой больше чайной страной, но на самом-то деле кофе потихонечку даже во всем мире уже обгоняет употреблению чая.
Ну и следующий слайд. Здесь подразумевалась какая-то умная цитата, но так как я очень люблю кофе и разбираюсь в кофе, мне захотелось поделиться своими знаниями, своей экспертностью с людьми. И я подумала, что как бы лучший способ это сделать, это открыть какое-то свое место, где вот будет это кофе. Я сейчас перелистну дальше. В итоге 9 марта 2019 года мы открылись в очень творческом месте под названием «Пространство» по Лермонтова, 36, и мы начали работать с обжарщиками West4. До этого мы пытались открываться в разных местах, пробовали разные форматы, и в итоге получилось открыться там, потому что там, были такие очень хорошие для нас условия и очень хорошие условия для сотрудничества, и мы решили, что сначала лучше начать с маленького формата, да, потом уже будем смотреть, к чему это дальше приведет. Я очень часто употребляю «мы» вместо «я», потому что все-таки, когда я начинала этот проект, было очень много людей, которые так или иначе меня поддерживали. Например, на фото бариста Ян, он такой тоже кофейный гик, и вот мы с ним вместе работали. Получается, в какие-то дни работал Ян, в какие-то дни работала я занималась закупками, а Ян в основном занимался именно вот только кофе. Итак, в чем же было наше, да, уникальное торговое предложение УТП? Мы работали со спешлти зерном, это такое... Вообще кофе, оно растет одинаково везде, это нет каких-то особенных деревьев, где такой кофе растет, даже нет каких-то особенных способов сбора этих кофейных ягод. Все дело только в том, по каким процедурам, по каким стандартам отбираются эти уже обработанные кофейные ягоды, кофейные зерна и попадают к нам в пачку. И вот как раз-таки в том, по каким критериям отбирает это зерно, и появилось такое понятие, как specialty кофе. Там есть свои специальные стандарты, там есть своя ассоциация, и сейчас во всем мире это понятие очень сильно развивается. Specialty, и в этом сегменте есть еще своя определенная градация, и, например, есть за каждый лот кофе выставляют баллы, и, например, если кофе по определенным стандартам ассоциации specialty кофе набирает больше 80 баллов, то кофе уже может считаться specialty. И сейчас еще говорят очень много о том, что specialty – это еще и про отслеживаемость кофе. Например, мы можем взять пачку кофе и сказать чуть ли не, как зовут фермера, на ферме которого это кофе выращивалось. Мы можем прочитать высоту, мы можем прочитать, в каком месте это кофе росло, да, потому что все это дает нам информацию о теруаре. Кофе – это всегда результат теруара, получается. Теруар – это взаимодействие земли и климата, потому что для кофейных деревьев очень важно, в каком климате все это произрастает, и это очень сильно влияет на вкус. Например, даже арабика, которая растет в высокогорье, она получается такая более сахарная, более сладкая, чем арабика, которая растет ниже. Из этого, например, когда я отбираю кофе, я понимаю, что вот если, например, это кофе из Бразилии, который растет на высоте там 700-800 метров, и, например, кофе из Коста-Рики, который растет там, не знаю, 1500 метров над уровнем моря, я уже знаю, что примерно ожидать от этой пачки кофе. Поэтому в мире specialty кофе очень сильно следят за тем, в каких условиях это кофе было выращено, обработано и откуда это вообще попало. Отслеживаемость также не только про то, как зовут фермера, да, но еще и про справедливую торговлю, про fair trade. Это когда, например, мы знаем, что кофе, он этичный кофе, да,
кавычках, да, потому что мы знаем, что этот фермер получил достаточно денег, чтобы его дети учились, чтобы его работники получали зарплату, медицинское обслуживание, не использовался там детский труд, рабский труд и так далее. И как бы получается спешлти еще и этичный кофе. И так, это неудачный слайд получился. И когда мы открылись, мы решили, что нам нужны такие же люди. Мы решили начать себя окружать такими же людьми, как и мы. И мы начали проводить различные воркшопы, мастер-классы, где я учила людей, например, на этой фотографии, латте-арту. Мы рассказывали своим гостям о кофе, и не всегда как бы, я всегда думала, что вот когда человек, он попробует хороший кофе, то он уже не захочет дальше вернуться вот, к кофе из обычного масс-маркета. Поэтому мы эм, много собирали вокруг себя людей и рассказывали о том, что же такое кофе, что за напиток они пьют. Вот. И получается, весь 2019 год, начиная с марта, мы работали оффлайн и переезжали несколько раз. Последний раз мы были по улице Орджоникидзе, и после Нового года у меня встал вопрос о том, чтобы надо открываться в интернете. И вот это вот последнее место, где вот мы открывались в качестве оффлайна, там больше была нацеленность на тренинг бариста. Мы проводили обучение бариста, они приходили к нам, учились 1-2 дня, и за это время они успевали научиться варить хороший кофе, настраивать эспрессо, взбивать молоко, учились составлять грамотно кофейное меню. И вот в феврале примерно я начала задумываться, что да, надо выходить в онлайн, надо что-то с этим делать, а потом получается, что в марте происходит вот эта вот вся штука с коронавирусом, и все как бы начинает закрываться. И тогда уже точно стал вопрос, все, точно надо уходить в онлайн. И я начала искать поставщика услуг. У меня были такие вот критерии, это как опыт в проектах. То есть я не хотела какого-то фрилансера неизвестного. Еще мне очень важно было и взаимодействие с клиентами, то есть как быстро поставщик услуг отвечает на сообщения, как он отвечает на эти сообщения, что он отвечает. И если у меня персональный менеджер, который со мной работает, или мне каждый раз нужно обращаться к каким-то разным людям и так далее. А еще это, конечно же, был вопрос доступности. Итак, вот если вы, как и я, оказываетесь в такой ситуации, что нужно разрабатывать сайт и куда же податься, к кому обратиться, то вы можете обратиться к разным людям, к разным компаниям, попросить у них портфолио, и уже с портфолио становится понятно, да, что собой представляет компания, какие у вас ожидания, и все вот эти его работы, на самом деле, можно примерить и на себя, понять, насколько вот видение заказчика, да, вот результат его работы совпадает с вашими ожиданиями, и из этого уже формируется представление о том, как компания сможет воплотить ваши ожидания. Поэтому я рекомендую обязательно посмотреть на портфолио. Далее, вот это вот, некоторым, наверное, это не важно, но для меня было очень важно то, как происходит общение, да, чувствую ли я себя комфортно во время общения, было ли у меня ощущение, будто меня насильно продавливает на какую-то покупку, или иногда некоторые профессионалы очень много терминов говорят, очень много слов со своей профессиональной сферы, и мне как человеку, который не разбирается в их области, было бы некомфортно слушать все это и бояться переспрашивать, чтобы не показаться глупой. И сейчас, когда я уже работаю
по ту сторону. Я стараюсь объяснять очень внятно своим клиентам, что означают те или иные слова, почему нам нужно добавлять такую функцию, из каких этапов строится работа, да, что зачем следует и так далее, потому что коммуникация с клиентом, она очень важна. И, как я заметила, очень многие люди, они все же предпочитают прислушиваться к рекомендациям своих друзей. И, например, даже сейчас ко мне приходят клиенты, которые уже услышали историю от своих друзей, они увидели результат работы и говорят иногда, что вот я хочу такой же сайт, как у моей подруги, там, и так далее. Поэтому я считаю, что не стоит пренебрегать таким пунктом, как сбор информации друзей, спросить у них о каких-то достоинствах, недостатках в работе, на что они не обратили внимания, что они упустили, что стоит сделать в первую очередь. И, конечно, ну, параллельно все это вести, да, с общением с менеджером, но опыт друзей это тоже всегда очень полезно и очень нужно. И дальше наш следующий пункт – это что нужно подготовить во время разработки сайта. Вот если вы уже определились с тем, кому вы пойдете заказывать ваш сайт, очень ну, многие люди забывают о том, что нужно подготовить какие-то документы, визуал, описание, тексты и так далее. И кажется, что это кто-то сделает за них, или это когда-то наступит потом. На самом деле это все очень-очень быстро наступает, и основная задержка происходит как раз-таки вот в этих вот местах, потому что есть дела, которые должен человек делать со своей стороны. Очень важно также иметь свой визуал, иметь документы. Документы здесь имеется в виду политика конфиденциальности. Может быть, это товары, которые требуют сертификации. Неплохо бы отсканировать эти сертификаты, тоже выложить, да. Потом еще нужно проконсультироваться со своим банком, если вы подключаете эквайринг, возможность оплаты на сайте, какие документы тоже вам нужно со своей стороны подготовить и так далее. Еще не забывать об описании и текстах, потому что это все тоже предоставляет и заказчик, это работа заказчика. Еще сайт – это такая вещь, где вы не можете вживую взаимодействовать с человеком. И вот чтобы у вас было как можно больше точек соприкосновения, если вы хотите добавить душевности или передать что-то, что есть у вас, тому человеку, который сидит по ту сторону монитора и хочет у вас что-то купить, что-то узнать о вас, или вы хотите рассказать о себе, о своих услугах, то никогда не пренебрегайте таким разделом, как у нас, и напишите там свою историю, как вы начали работать, что вы хотите донести через свой проект, да, может, у вас есть какие-то важные там социальные функции, которые вы берете на себя, или есть какая-то философия, концепция. Все это тоже распишите, и когда готовите такой текст о нас, нужно вообще понять, какая будет тональность вашего сайта. У меня, например, все это было так, знаете, немножечко с шутеечками, потому что мы варим кофе, как у сына маминой подруги и так далее. И, в общем, понять, как вы будете, кто у вас покупает кофе, как вы будете это продавать и строить диалог с теми, как общается ваша целевая аудитория. Потому что на самом деле, это очень хороший еще фильтр в том плане, что когда человек заходит к вам на сайт, он может сразу понять, как вы сконнектитесь, смотрите ли вы в одну сторону и вообще говорите ли вы об одних и тех же вещах, потому что это как раз-таки может быть даже человек, который похож чем-то на вас, и вы очень быстро найдете общий язык, и это опять-таки помогает формированию лояльности, да, потому что когда у вас что-то уже есть, аутентичное, что-то свое, это донести легко. А когда вам надо искусственно все это строить, делать какие-то стратегические, там, я не знаю, маркетинговые концепции и так далее, то это, конечно же, будет немножечко сложнее, но все равно, мне кажется, если мы говорим о малом бизнесе, то щепотку душевности добавлять обязательно и стараться донести это
до своей аудитории. Поэтому я вот всегда старалась писать так, как я говорю, или, может, иногда даже говорить так, как я пишу. Ну, в общем, наладить вот через вот этот вот раздел связь с тем, кто у вас будет что-то покупать, это очень легко, это круто на самом-то деле. Дальше, что поможет продавать? Это соцсети. Я часто у себя в своем аккаунте снимаю сторизы, где я пишу про кофе, рассказываю о каких-то способах заварки и вообще пытаюсь донести до людей, что кофе это может быть частью образа жизни, да, такой некий лайфстайл, продукт, что не надо что-то специально, каких-то телодвижений совершать, чтобы получить хороший кофе, достаточно просто заказать, просто его пить и сделать кофе, например, частью своего дня, да, причем хороший кофе сделать частью своего дня. Потом обязательно нужно делать хорошее описание, которое поможет продавать, потому что вы не стоите в офлайне вместе со своим клиентом, вы не можете ответить оперативно на какой-то вопрос или как-то повлиять через свою собственную харизму на решение покупателя, будет он покупать или нет. Или, например, я продаю хороший кофе, и мне не нужно каждый раз проталкивать покупателя к тому, чтобы вот надо выбрать именно вот этот продукт, потому что он там лучше по каким-то характеристикам и так далее, или там, не знаю, может, выгоднее мне продать вот это, но если весь товар одинаково хороший, то описание, оно как раз-таки может помочь человеку выбрать то, что он хочет, может помочь подсказать то, зачем он пришел, и сделать выбор. Потому что все-таки вроде бы мы все пьем этот кофе каждый день, но при этом на самом деле мы очень мало знаем об этом продукте, а продукт этот сложный, и если будет описание, которое рассказывает о дескрипторах, да, ну, то есть о том, какой вкус мы получим в этой пачке, или под какой способ он обжарен и так далее, это очень хорошо помогает клиенту сориентироваться и не думать, что он что-то такое не знает и так далее. Обычно мне еще в соцсетях могут написать, что вот я, например, варю кофе в турке, или я варю в гейзерной кофеварке, и иногда могут спросить насчет помола и так далее. Это тоже как бы получается на все оперативно отвечать. Обязательно нужно делать хорошие фотографии. Я делала у своего знакомого фотографа, заранее объяснила ему, что какие фотографии я хочу. Мы потом уже это все отсняли, он это обработал, мне отправил, и я всегда рекомендую делать свои фотографии, которые передают ваше настроение, в которые вы вкладываете свою часть, да, души, можно сказать. Ну, то есть лучше самому проделать эту работу, чем брать какие-то фотографии, которые лишены душевности, с каких-то стоков или просто там в каталоге поставщиков и так далее, потому что если на этой фотографии будет там часть вашей руки или там часть интерьера, чего-то такого, что цепляет людей, они больше будут испытывать большую лояльность, да, к вашему магазину. И, конечно же, тексты – это вот то, что продает, вот то, что помогает продавать. И потому что, по большому же счету, люди покупают через свои собственные чувства и эмоции, да. Например, когда я делала интервью с основателем Apple Diamond, человек продавал бриллианты, и при этом он говорил, что он продает счастье. Например, как Тони Шей, да, книга называется «Доставляя счастье». Так вот, и мы тоже на самом-то деле не покупаем какие-то товары, мы покупаем определенную эмоцию. И вот и фотографии, и тексты, они могут именно помочь нам передать эту эмоцию. И я действительно верю в то, что человек, покупая кофе для своей утренней чашки, он на самом деле хочет купить у меня настроение, хочет купить у меня ощущение безопасности, какую-то, может, гарантию того, что это будет лучший день. И вложиться в эти тексты, фотографии, в описании соцсети, и это все тоже может быть таким, знаете, инструментом продаж. Это вот, ну, все, что, как сказать, одна экосистема, да, которая строится вокруг интернет-магазина.
Дальше мы будем говорить, что на самом-то деле все продажи, они крутятся вокруг личного бренда, и люди действительно покупают у людей. Человек покупает у человека. Или как мы заходим, например, в соцсети, и мы ищем в этих соцсетях людей. Поэтому прежде чем сделать хороший интернет-магазин, прежде чем уходить с оффлайна в онлайн, или даже прежде чем вообще становиться предпринимателем и открывать собственное дело, мне кажется, нужно научиться научиться личному бренду, да, грамотно работать с этим, составлять этот личный бренд. А перед тем, как... Так, мне пишет, что мой интернет, да, вроде как устойчиво стал. И прежде чем вообще заняться личным брендом, надо, мне кажется, хорошо изучить себя и узнать, что ты за человек, что за философия, что ты хочешь донести, и что ты можешь такого предложить людям, за что они будут готовы у тебя эту продукцию покупать, ну, отдавать свои деньги. Поэтому говорят же, вкладывайтесь в себя и так далее. Мне кажется, вот люди говорят именно с такой целью, что нужно читать книги, как-то подпитывать себя знаниями и так далее. И вокруг этого складывается такой органичный личный бренд, и в итоге, который помогает продавать людям нужные вещи, я бы сказала. И раз уж мы говорим об онлайн-продажах, то я бы хотела рассказать о таком магазине, как Сокольников. И действительно, никакие маркетинговые стратегии, техники продаж не работают, если за всем этим не стоит человек, не видно человека, да, потому что вот если вы посмотрите на вот этот вот магазин Сокольников, это работа Юлианы Сокольниковой, и как она вот, например, в Инстаграме строит свой блог, свой личный бренд, и это все помогает ей продавать. Например, ее муж ювелир, занимается сырьем, занимается изделиями, а Юля, она занимается как бы уже внутренней частью их магазина, или даже внешней, я бы сказала, фасадом и так далее, всем тем, что помогает привлекать покупателей. Поэтому маркетингом тоже не стоит пренебрегать в таком деле. И следующий у нас пункт – это как продукт плюс упаковка. Я очень тщательно слежу за сроками обжарки, и, кстати, вот сроки обжарки – это как раз-таки то, вокруг чего вообще строится еще ценность кофе как надо, потому что мы знаем, что самые оптимальные сроки после обжарки – это от 2 до 4 недель. И я, например, заказываю кофе, на следующий день после моего заказа обжарщик обжаривает этот кофе, сразу же не отправляют самолетом, мы используем только авиадоставку, потому что у нас, к сожалению, такая логистика, которая оставляет желать лучшего. Да, тут еще интересные такие вопросы поступают, я немножечко чуть позже отвечу на эти вопросы. Так, я говорила об обжарках, и да, я немножко переплачиваю за доставку и так далее, и я немножко, может быть, меньше маржи получаю за счет этого, но зато, когда я отдаю вот этот кофе свежеобжаренный в этой упаковке, мне не стыдно отдавать, и я уверена в результате. Я знаю, что человек, на самом деле, зерно с хорошим потенциалом, вот как бы он не приготовил, он все равно получит хороший стабильный результат. Он может просто купить вот эти кофейные зерна, помолоть, залить водой, подождать 4-5 минут, ну, горячей водой залить, подождать 4-5 минут и получить вкусный кофе. А если зерна изначально были с какими-нибудь дефектами обжарки или не тщательно отобранные, да, по вот этим вот стандартам specialty, или это было уже старое зерно, или это, например, та же пресловутая итальянская обжарка, да, итальяночка, как вот мы называем в кофейной индустрии, вы не сможете получить хороший кофе. Вы можете все это залить молоком, вы можете добавить туда 3 ложки сахара, чтобы убрать вот эту вот горечь непонятную, да, потому что пить это невозможно. А когда кофе хорош, он не нуждается ни в чем другой, кроме воды правильной температуры.
Вот к сведению, правильная температура это где-то от 93 до 96 градусов. То есть это та температура, которую мы можем взять и сразу начать спокойно пить, не добавляя там еще чего-то. Да, мы можем держать стакан с кофе такой температуры спокойно в руках, а при этом не бояться обжечься и так далее. Вот, самое главное, сроки обжарки и условия хранения кофе. И смотрите, у меня интернет-магазин. Я не могу повлиять на человека никак там каким-то своим общением. Я не могу добавить душевности через интерьер и через то место, где ты можешь просто посидеть, поговорить или поработать и попить свой кофе, насладиться, да, этим напитком. Но зато я могу добавить упаковку, которая хорошо смотрится. А еще есть такое понятие, как тактильность. Это такое же понятие есть еще и в кофе. То есть, когда мы кофе пьем, мы ощущаем его у себя во рту, и это понятие называется тельность. И вот если мы говорим о каких-то вот тактильных свойствах кофе, то почему бы я не могу применить это точно так же и, например, в упаковке? Чтобы я, вручая вот эту вот упаковку, потому что я доставкой занимаюсь сама, покупателю, ему тоже было бы приятно это держать, приятно что-то там прочитать, приятно развернуть, открыть и как-то в целом быть очень довольным этой покупкой. Поэтому я немножечко заморочилась и решила использовать крафтовую бумагу, которая быстро разлагается, если намочить, да, и так далее, без всяких вот этих пакетов, которые, опять же, наносят какой-то вред нашей окружающей среде, да, и решила, да, вот сделать именно написать письмо, представиться просто человеку, кто я, что я делаю, что я хочу сказать через свой продукт. Я написала о том, что меня зовут Лена, у меня даже есть код ЛАТ, что вот это мой первый предпринимательский опыт и так далее, чтобы уже установилась такая вот некая связь. И вот мне сейчас пишут, что вот надо любить или влюбиться в то, что продаешь. Да, действительно, потому что когда ты действительно любишь свой продукт, то найдется и другой человек, который тоже любит твой продукт и будет готов за это заплатить деньги. Вот, поэтому то, что ты любишь, всегда легче, наверное, продавать. Я бы даже сказала бы не продавать, а именно share, да, делиться, такое английское слово. Вот именно делишься вот этим вот всем, что ты хочешь донести до людей. Тут еще пишут интересный комментарий. Иногда любовь к продукту приходит после продаж, когда видишь признание клиентов, первые продажи и все то, что получилось в результате упорного труда. Действительно так и есть, да, иногда любовь к продукту приходит уже после продаж, хотя иногда, я не знаю, может быть, это больше любовь к деньгам и так далее, но вот эта вот любовь к своему продукту в начале, это на самом деле добавляет очень хорошо энтузиазма, а энтузиазм – это топливо, чтобы продолжать идти дальше, да, потому что очень часто мы забрасываем проекты. Вот почему мне не хотелось сразу открывать какую-то кофейню в центре, вкладывать деньги туда, брать кредиты и так далее, а делать вот из каких-то простых подручных материалов, вкладывать свой труд, потому что я не знала, насколько долго меня хватит. И в самое первое время, особенно в начале, мне кажется, не стоит как-то обольщаться насчет своих внутренних ресурсов, да, и лучше я начну, я попробую, я запущу пробную версию, и дальше, и дальше уже именно как бы можно смотреть, можно эту версию потом улучшать и так далее. То есть не бояться пробовать, потому что в предпринимательстве же так, пока не попробуешь, ты не узнаешь, получится у тебя или нет. И чтобы потом не расплачиваться долгие годы за какую-то мимолетную, может, влюбленность, да, или за то, что немножко не подрасчитал, циферки не прикинул, то вот мне кажется, надо начинать с каких-то посильных сумм, посильных продаж и так далее. Например, когда я запускала уже интернет-магазин, получается, все деньги я потратила на то, чтобы оплатить аренду, все как бы закрылось и так далее. И, ну, я как бы распродавала еще там какую-то
стаканчики и так далее. У меня не было, ну, как сказать, много таких свободных средств на то, чтобы сразу закупить вот это вот кофе, а он стоил недешево. И в итоге я написала обжарщикам, рассказала о том, кто я, какой у меня опыт. И вот есть ли у вас возможность дать мне в рассрочку, э, ну, отправить мне в рассрочку кофе. Они действительно мне дали такой шанс, и это тоже повысило мою лояльность к обжарщикам. Потому что я всегда буду помнить о том, как они тогда пошли мне навстречу, сделали рассрочку, и тем более это такие обжарщики, которые пользуются уважением и популярностью в кофейной индустрии в Москве. Это, например, я сейчас продаю Underground Coffee Project, у них человек чемпион Brewers Cup, чемпион мира и так далее. И, ну, как бы получается крутой продукт от крутых обжарщиков, и мне тоже нужно это как-то достойно продавать. И сейчас у меня появляется еще один обжарщик, и начиная с ним сотрудничество. Вот им я уже просто скидывала свой сайт, который есть, написала сопроводительное письмо, они все это посмотрели, изучили и сказали, вы знаете, да, мы будем очень рады с вами сотрудничать. Поэтому, опять-таки, сайт, он может стать не только средством продаж, но еще и может стать вашей визитной карточкой, да, витриной того, чем вы занимаетесь в предпринимательстве. Вот, и дальше мы продолжаем. Душевности мы добавили, за продуктом мы уследили, за упаковкой тоже уследили. И действительно с открытием своего онлайн-магазина у меня произошло переформатирование. И если читать какую-то аналитику о том, что происходит в кофейной индустрии, кстати, вот мне кажется, когда ты работаешь в какой-то сфере, в предпринимательстве, нужно всегда читать тоже аналитику, читать какие-то прогнозы и так далее, куда оно вот все идет, и чтобы держать нос по ветру. Тут еще поступил вопрос, как думаете, после пандемии онлайн-сервисы останутся в приоритете у клиентов? Вы знаете, этот вопрос я тоже очень часто задаю себе. Что будет с моим магазином, когда кофейни откроются? Захотят ли эти люди покупать у меня кофе, когда вот у тебя рядом с домом эта кофейня открылась? Нужно ли тебе заморачиваться с помолом? Нужно ли тебе варить этот кофе и так далее, когда вот, ну, можно вернуться в свою обычную колею, продолжать покупать кофе там, где ты покупал раньше? Вы знаете, я действительно верю от всей души, что люди продолжат покупать у меня зерно, потому что кофе – это такой продукт, вот когда ты его пил, и у тебя не было альтернативы того, что вот есть хороший кофе, ты пил, грубо говоря, что тебе дают, да, а ты тут увидел, что вот кофе может быть и такого качества, и таким, и если ты еще и подрасчитаешь, что, оказывается, купив вот такой вот кофе, ты можешь носить, например, стаканчики с собой, да, в термосе, и наслаждаться кофе, ты просто не сможешь пить американо в другом месте, потому что это реально небо и земля. И я решила использовать вот этот вот как раз локдаун в связи с пандемией, как некий такой, знаете ли, гэп, чтобы показать своему клиенту, своему покупателю, что вот кофе может быть и таким. Попробуй. И действительно, когда ты уже готов, а у нас в Якутске люди готовы к хорошему кофе, просто не было адекватного предложения, когда ты уже получил это адекватное предложение, ты не захочешь покупать уже, возвращаться к плохому кофе. Поэтому действительно доля домашнего заваривания растет, да, и есть очень много способов получать хороший кофе дома. Это и воронки появляются, и обучение появляется, и инструкции появляются. В конце концов, можно даже капсульную машину купить и быстро очень получать этот свой утренний кофе, хороший утренний кофе. И у домашнего заваривания точно есть потенциал, потому что если посмотреть, что сейчас происходит в скандинавских странах, а у них немного схожий с нами климат, да, это вот короткий световой день зимой, длинная зима, и как вот эти все финны, шведы, датчане, норвежцы, они вот у себя сидят дома и пьют кофе.
И действительно, финны, они сейчас больше всех в мире кофе пьют. И я верю, что в Якутии домашнее заваривание точно имеет потенциал, и мы будем идти именно в сторону того, чтобы заваривать кофе дома самостоятельно. Потому что когда ты делаешь кофе у себя дома, ты можешь отслеживать процессы. Ты берешь пачку спешлти кофе, ты знаешь, что за фермер. Ты заходишь в интернет-магазин, ты знаешь, кто тебе продает этот кофе. Ты можешь даже сравнить цены, да, вот как у официального обжарщика и с какой ценой я получаю с доставкой до дома, а это небольшая разница. И за это тоже как бы, ну, стоит заплатить, потому что опять-таки сроки и комфорт, да. И мне кажется, может, это звучит немножко идеалистично, но мир действительно изменился. Пока мы сидели дома, и пока была пандемия, и продолжается эта пандемия, мир действительно меняется, и мы начинаем понимать прелести, прелести, конечно, в кавычках, да, можно и без кавычек, онлайн-покупок. Я, например, если судить по мне, то я не хожу в оффлайновые магазины. Одежду я закупаю только онлайн, кофе я покупаю только онлайн. И многие сферы нашей жизни, которые могут быть в онлайне, они действительно туда перейдут. И все те предприниматели, которые сейчас переходят в онлайн, они вносят в свой вклад в то, чтобы мир уходил в онлайн. И скоро мы будем заказывать и продукты питания. Очень много, кстати, появляется и магазинов, которые предлагают продукты питания, овощи, фрукты, все в онлайне, да. Тем более у нас зимой. Еще вопрос, как вы считаете, сложнее работать онлайн или офлайн? Вы знаете, с переходом в онлайн стало легче. Стало намного легче, и вот как раз следующий наш раздел именно об этом. Это плюсы и минусы в работе в онлайне. То есть плюс в том, что наконец-то мне не надо платить за аренду. Я платила за аренду, это было маленькое такое место, там было 16 квадратов, я платила за это 25 тысяч, а сейчас мне нужно платить за хостинг своего сайта 4 800 рублей в год, да, то есть 25 тысяч в месяц или 4 800 в год, это действительно большая разница. Если вы, например, будете мыслить как предприниматель и считать все ваши расходы, все эти ваши расходы в конечном итоге будут ложиться на плечи конечного потребителя, то вы подумаете, нужно ли вам обременять своих клиентов, да, на это, о какой клиентоориентированности может идти речь, если вы, грубо говоря, покупаете дорогие стулья, дорогие столы, барную стойку и так далее, и все это потом у вас уходит в конечный продукт. У меня также нет доп. Расходов на коммуналку, уборку, мусора и так далее. И все это точно сказывается на себестоимости. И когда я это все убираю, я действительно становлюсь клиентоориентированной, потому что я подумала о своем клиенте и подумала, зачем ему платить за мою уборку, зачем ему платить за мои дорогие столы, зачем ему платить за мой ремонт, который я сделала, да, если вот есть продукт, я могу какие-то штуки, которые я могу убрать, оптимизировать и дать ему хороший продукт по доступной цене. Мне кажется, вот в переходе в онлайн действительно есть клиентоориентированность. Клиентоориентированность в онлайне еще заключается в том, что как ты быстро реагируешь на сообщение клиента, как ты его консультируешь, как ты его, помогаешь ли ты ему дойти до покупки, что потом происходит после покупки. То есть, например, ты можешь сделать так, чтобы людям хотелось рассказать у себя в соцсетях о том, что ты делаешь. То есть выложить у себя в сторис и отметить, и показать сопричастность к какому-то классному проекту, это же здорово, это вообще то, к чему надо стремиться, да, то есть строить, опять же, вот эту вот коммуникацию с тем, кто у тебя вот этот вот твой продукт покупает. А еще, когда я делаю доставку сама, я вижу действительно, мне не нужно обращаться к маркетологу, я действительно вижу человека, который у меня этот продукт покупает. Я вижу, когда он меня, пишет
у себя в сторис, да, о проекте, я вижу, когда он расшаривает это с друзьями, что кто это за человек. И все это мне тоже помогает анализировать и предлагать. Вот сейчас, когда я затевала этот весь проект «Кофе как надо», мы немножечко ушли в то, что в свою целевую аудиторию. Я знаю, что у меня покупает женщина. Я знаю, что им от 25 до 40 лет. И я знаю, что у них есть дети. И сейчас, когда я пишу что-то в Инстаграме, я прям обращаюсь именно к этим женщинам. Я прям пишу, вот ты решила, ты посмотрела, ты захотела, как-то вот так вот, и человек читает мои посты, и он понимает, что я пишу о нем, я обращаюсь к нему, и это гораздо таки лучше убирает вот эту вот разницу, да, между вами, некую стену. Опять-таки, если вы экономите на маркетологе и делаете при этом адекватные предложения, то это опять сказывается на себестоимость, да, либо у вас вот эту вот либо у вас повышается маржинальность, либо вы даете адекватную цену тому, кто покупает ваш продукт. А если говорить о минусах, то нет возможности как-то потрогать, понюхать продукт, да, вот есть же такие люди, кинестетики, которые все хотят потрогать, посмотреть, спросить, и только после, может, в чем-то даже тревожные люди, да, которые вот хотят спросить, поговорить, и только потом решиться на покупку. Да, с этим немножко тяжеловато, и нет живого общения, потому что я, например, люблю в кофейнях или в баре поговорить с баристой или барменами, сделать такой некий small talk, и после этого, ну, что-то покупать, потому что мы приходим в такие третьи места за покупками, да, за общением, не только за покупками. В онлайне мы не можем этого дать, но зато мы можем дать что-то через свои тексты. Поэтому вот я всегда говорю, уделить внимание своим текстам. И как я определяла свою целевую аудиторию? Ну, сначала я долго вела свой Инстаграм, и те люди, которые на меня подписывались, и когда я что-то писала о кофе, они меня спрашивали, вот, а как купить, что посоветуете и так далее. И я начала потихонечку понимать, изучать их, и понимать, что вот это люди в чем-то похожие на меня. Потом, когда мы уже работали в офлайне, я приходила, я смотрела, кто к нам приходит покупать. И опять же, это помогает тоже сложить некое впечатление, да, о том, кто твой клиент, кто твоя целевая аудитория. И потом вот получается, сайт с апреля запустился, и апрель, май, июнь я сама работаю на доставке, и я изучаю, кто такие покупают у меня этот кофе. Это тоже помогает изучать свою целевую аудиторию. Поэтому я бы порекомендовала всем предпринимателям выходить в поле и общаться с теми, кто вот платит деньги, да, ему. Вот. И на этом наше общение завершается. Вот это магазин «Кофе как надо», это почта, если у вас возникнут какие-то вопросы, можно туда написать и получить ответ. Или вот мой номер телефона можете записать, и если какие-то вопросы, то тоже обращаться. Вот. Спасибо большое, что слушали, что задавали вопросы. Вот. Было приятно получить от вас обратную связь, и я надеюсь, что вот это вот все окажется для вас полезным. И все. Всем пока.